Друзья, всем привет, меня зовут Мадьяр, я из Казахстана, и у нас с вами сегодня новый мукбанг. Я наконец-то сказал эту фразу. Прошлый раз, вчера этой фразы не было. Вернее, она была, но она не записалась. В общем, у меня сегодня обед. Обеда-ужин, скажем так, потому что порция тут просто такая, мужская. Да. Значит, тушеная капуста с фаршем, картошечка, и все это я приправил укропом. Оттуда очень сильно светит солнце, поэтому как-то выглядит все это странно. Тут баклажанная икра не магазинная, а домашняя. Сделала, опять-таки, мамочка все это приготовила, за что ей огромное спасибо. Так, и будем все это дело запивать соком. Сок у меня, знаете, был с прошлого мукбанга, с позапрошлого, по-моему. Надеюсь, со мной все в порядке будет. Потому что я выпил тогда сколько? 1 стакан, и после этого положил в холодильник, поставил вернее. Так, все. Давайте есть. Так, хлеб. Конечно же, хлеб у меня. Куда я без хлеба? У меня тут сейчас салат, но это я сказал, да? И кобра. Так, ё-моё, чтобы не упала. Кобра. Так, это мы сюда опять поставим. Так, давайте пробовать. Так, укропчик положил сверху, надо было по сторонам. Ну ладно. Фиг с ним. Тушеная капуста обалденная. В общем, что-то мне сегодня захотелось опять снять мукбанг. Вчера был, думаю, а дай-ка сегодня тоже сниму. И прям даже погода этому радуется, понимаете? Солнце светит, как прям летом. Угу. Давайте это попробуем. Баклажанную икру. Мамочка прям сегодня сделала. Обалденная. Обалденно. Помните, я много раз покупал, значит, магазинную. Ну, магазинная это, конечно, не то. Вкусная, правда, но не то. А вот домашняя есть домашняя. Так, надеюсь, меня опять сегодня не выбьет. Там видео удалил, которое я в галерее загружал, чтобы, значит, эта память не занимала. Сок вкусный. Вы знаете, я бы хотел с вами сегодня на такую тему поговорить. На очень такую печальную, тяжелую, которая просто взорвала наши соцсети и кому-то, опять-таки, не кому-то, а многим людям поломала жизнь, да. Это ситуация в Перми, в Российской Федерации, и у нас в Казахстане, в городе Алматы, то есть стрельба. Ну, в общем, два это случая, конечно, разные, и разные причины побудили их, но в итоге, конечно же, результат один, это смерть невинных людей, можно так сказать. Значит, у нас пару дней назад в Алмате, в микрорайоне Акбулак, мужчина застрелил 5 человек. Застрелил 2 полицейских, значит, одного судисполнителя, нового хозяина дома и его друга. Они, соответственно, пришли его выселять из дома. Просто, когда я эту новость услышал, тогда же ничего не было ясно там. Убил и убил. Как это произошло, никто не знал. Потом выясняется, что, оказывается, я ни в коем случае не оправдываю. Я не говорю, что он правильно сделал. Нет, ни в коем случае. Потому что убийство, оно как ни крути, все равно убийство. И он поломал жизнь не только свою, да, а поломал этот мужик там жизнь. Это чьи-то братья, чьи-то сыновья, чьи-то мужья, чьи-то отцы там у 2 участковых. У одного осталось 5 детей, представьте, да, у одного 2 детей. Про них больше писали, потому что. Но до какой степени нужно довести мужика, чтобы вот он
имея, значит, вот дом, да, значит, дома у него была жена и дети, да, решился на такой просто крайний поступок, понимаете, это черта, за которую он переступил, так скажем. Оказывается, они, муж с женой, брали кредит в банке, в одном из банков, назовем это так. И не смогли вернуть кредит, я уж не знаю по каким причинам, а в залог они ставили нежилые помещения в самой Алмате, в каком-то пригороде, наверное. На них, соответственно, банк подает в суд, назначается судисполнитель, который оценивает их имущество в 184 миллиона тенге, а у них долг был 118, то есть как бы с лихвой покрывает их долг. Но этот судисполнитель умирает, назначается другой, берется за это дело, и он оценивает, сейчас я вам скажу, чуть ли не в 90 миллионов тенге, то есть прям куда-то делись там около, много миллионов куда-то делись. То есть не может так недвижимость подешеветь. У нас в Казахстане недвижимость только дорожает. Вот как ни крути, из года в год она дорожает. И все, значит, они должны не только вот эту сумму выплатить, которую они выручили значит, банк выручил за эти нежилые помещения, но и дом. Дом они оценивают 20 миллионов. Тут же находится, значит, покупатель, вот этот убитый человек, да, которого застрелили. И, значит, он добивается, чтобы их выселили. Да? Оказывается, это все дело катавасия идет с 2014 года, даже чуть раньше. Суды, они то выигрывают, то проигрывают, вот эти вот муж с женой, который застрелил этих людей. В общем, полная неразбериха. Но у нас вот в Казахстане, как ни крути, суды работают странно. Надеюсь, меня за эту фразу не посадят в тюрьму. Да. Вот. Работаю, честно говоря, странно. Вот это вот убийство, реально это просто крайняя черта, которую он переступил. Опять сейчас напишут в комментах, вот ты жрешь, про эту трагедию рассказываешь, вот и так далее. Вот что вы ожидаете, да, если вы заходите на канал в формате мукбанг? Я просто этого не понимаю. Я сам говорил, что я молча кушать не буду, есть вернее, да. Я какие-то темы обсуждаю. Какие темы обсудить, которые происходят в нашем обществе и которые нас, скажем так, потрясают, да, в каком-то смысле. Что в России, что в Казахстане, там у меня зрителей очень много, из моей страны, из России, да. Там я когда говорил про взрывы в Таразе, пишет какой-то, как я понял, это парень, мужик. Вот как тебе не стыдно, желаю, чтобы тебя эта трагедия коснулась. Я ему написал на казахском, что «Біреуге өлім тілегенше өзіне өмір тіле». То есть вместо того, чтобы желать кому-то смерти, желай себе жизнь, понимаете? Поэтому странные вообще люди. Поэтому, ребят, тут такая ситуация неоднозначная, но опять-таки я не оправдываю. Убийство есть убийство. Представьте, убийство это все, это конец. Тебя нет, кого-то из твоих там, у этих, как участковых у этого убитого тоже были родственники, там жена, дети и так далее. Это все, это все. Вообще, знаете, что в мире творится? Вот просто, вот неохота негатив говорить, да, но откроешь соцсети, да, там такой трэш творится. Ты хотя не подписан на такие, знаете, трэшовые каналы, на трэшовый Инстаграм. Блять, а тебе это все равно найдет, понимаете? Хотя, знаете, есть люди такие говорят, ой, я такая осознанная, я чуть ли не дышу одним местом, я вообще телевизор уже 25 лет не смотрю. Ну ты так телевизор не смотришь, ты так Инстаграм, извини меня, читаешь, а там все новости сейчас в Инстаграм перешли. Что к чему?
И второй случай, который был в России, в Перми, ну это, конечно, полный трэш. Опять-таки сейчас появятся люди, которые скажут, это во всем виноваты соцсети, это во всем виноват Моргенштерн, там и так далее, и так далее. Я не верю, вот, ребят, хоть вы меня там, не знаю, закидайте тухлыми помидорами, яйцами, я не верю, что когда в семье все нормально, прям, ну, можно сказать, идиллия, да, что ребенок из-за просмотра фильмов или игр может стать монстром и пойти убивать своих сокурсников. Я в это не верю. Если в семье царит, ну, скажем, нормальная, здоровая атмосфера, да, все равно можно заметить, что с ребенком что-то не так. Я имею в виду с головой, да, с психикой, потому что здоровый человек, конечно, такого не совершит, я так считаю. Поэтому я не верю, что когда вот говорят, вот надо соцсети запретить, потому что они плохо влияют и так далее. Не верю я. Вот когда мы с Щеглами были, шел фильм «Бригада». Там, ну, пропагандировалось в каком-то смысле, там, бандитизм, да, 90-е были показаны, но была показана та реальность. Кто-то ее романтизировал, там, ой, это быть бандитом круто, да, и пошел по этим стопам. Но я считаю, что у этого были предпосылки. Не может человек, который жил там своей жизнью, да, там, зарабатывал как мог, старался, да, вдруг посмотрел этот сериал «Бригада» и стал там бандитом. Да я не верю в это, понимаете? И точно так же вот с этими придурками, которые... Если назвать их даже животными, за животных обидно. Потому что животное такого не вытворяет. Что-то огромную тарелку положил, но мне кажется, это, как сказать, более-менее диетически, наверное, да? Хотя здесь картошка. Напишите свое мнение в комментариях. Как вы считаете, можно ли человека довести до такого состояния? Или это просто, ну, нельзя так делать? Нельзя, если тебя даже довели в каком-то смысле. Вот как вы считаете? Напишите в комментариях. В общем, солнце светит, дома потеплело сразу. Ну, плюс мама, видите, икру готовила, дома сразу теплее стало. Блин, скоро зима, капец. Что-то и икру не ем, слушайте. Мама готовит баклажаны тут, соответственно, морковь, ну, в общем, овощи. В комментариях вы просили, чтобы я снял рецепт самцой. Я, наверное, сниму, попрошу маму. Если она, конечно, не скажет, хочешь посмотреть катрмей. Вот. Сок обалденный, слушайте. Стоит хотя копейки. Вот копейки. 360 тенге, по-моему. На самом деле, у меня такая была идея снимать рецепты мамины. Но это нужно подготовиться там, то да сё, да. А у меня мама все быстро делает, так чик-чик-чик-чик, уже маты готовы. Я думаю, ё-моё, что такое? Вот. Поэтому все начинается с семьи. И ты когда читаешь вот эти вот там, скажем, статьи какие-то про там маньяков, да, про известных, так скажем, в кавычках убийц, да, там все начиналось с семьи.
Но опять-таки это не дает им права убивать, понимаете? Кто ты такой вообще, чтобы отнимать чью-то жизнь, я так считаю. Я на улицу утром вышел, прям такой холод был. Объедение. Вот я не люблю, когда мукбангеры, знаете, что делать? Начинает ложкой собирать крошки по тарелке. Вот так. Прям раздражает. Так, сочку. Ой, вкусно как. Ну что, вот такой вот у меня мукбанга обеда-ужин получился. Спасибо вам за внимание, за ваши лайки, за вашу поддержку. Напишите свое мнение относительно сегодняшней темы, как вы считаете. Мне реально вот всегда интересно читать ваши комментарии. Может быть, я отвечаю не очень оригинально, там спасибо, смайлики, оно. Но, как говорится, стараюсь, чтобы хотя бы ответить, скажем так. Вот. Ну все, еще увидимся. Спасибо за внимание. Пока-пока. Пока!